Доброе утро. На календаре среда, 26 февраля. Сегодня в Чувашии за парту сядут родители школьников, чтобы удостовериться в том, что сдавать экзамены вовсе не страшно. Акции ежегодные, как показала практика, после таких испытаний мамы и папы более спокойнее относятся к процедуре ЕГЭ. Для экзаменуемых воссоздадут полную картину сдачи ЕГЭ, все этапы от рамки металлодетектора до получения результатов. За госэкзамены родители пройдут сами. В акции примут участие не только столичные школы, но и образовательные учреждения Ядрина, Канаша, Аликова, а также Маргаушского и Шемыршинского районов. А для того, чтобы отправить ребенка в летний лагерь, родителям в этом году придется заплатить чуть больше. Минобразование Чувашии предложило увеличить стоимость путевки. Сейчас средняя цена путевки в загородно-оздоровительные лагеря составляет 14 962 рубля. Она увеличится почти на 500 рублей. А за сутки в детском санатории придется заплатить 963 рубля вместо 935. Также ненамного подорожает отдых в профильных сменах. 27 февраля в Театре оперы и балета начинается фестиваль чувашской музыки. На открытии прозвучат произведения как известных чувашских композиторов, так и молодых авторов. От неоклассики и электронной до рок и популярной музыки. Антон Якшибаев не только пишет в разных стилях, но и удачно их сочетает. Оркестровое произведение, и вот тебе хочется, чтобы там был какой-то рок-элемент. Это вот ты добавляешь как бы спокойно. Но я, на самом деле, вот за такую вот эклектичность. В последнее время я вообще вот, то есть, углубляюсь вот именно вот в струнные, допустим, какие-то струнный оркестр, совмещение с электроникой. Антон позиционирует себя как кинокомпозитор. Его произведения можно услышать в фильмах «Наследие», «История великого народа» чувашских режиссеров. Несколько лет Антон Якшибаев сотрудничает с молодежным оркестром «Прометей». Этот коллектив не только принимает участие в записи музыки к кинофильмам. Ребята дают совместные концерты. На широкую публику, правда, выходят нечасто, но с неизменным успехом. Я сама первый раз, когда вообще услышала музыку Антона, я сидела тоже в зрительном зале, еще тогда не играла в оркестре «Прометей», и на самом деле я сидела и восхищалась, потому что она реально доходит до глубины сердца. Участники молодежного оркестра признаются, произведения Антона оригинальные, но при этом они всегда ложатся и на инструменты, и на душу музыкантов. Бывает так, что Антон приносит, мы смотрим и сразу играем. То есть, естественно, сделать какую-то агогику. А иногда бывает так, что мы смотрим так, что за ужас, и приходится учить. Ну, в принципе, легкой музыки не бывает. Произведение Антона Якшибаева, написанное специально к фестивалю чувашской музыки, можно услышать 27 февраля. В Чувашии началась масленичная неделя. Весело и шумно провожать зиму готовятся не только жители республики, но и обитатели столичного зооуголка. Банты и галстуки украсят верблюда, альпака и пони. Праздничные наряды также примерят козлики и овечки. В таких ярких костюмах животных будут встречать посетителей 1 марта. Работники детского парка имени космонавта Николаева предлагают и горожанам подготовить масленичные наряды и прийти на гуляние в воскресенье. Похоже, зима уходить не собирается. Сегодня, по прогнозам Гидромедцентра, в Чувашии ожидается сильный снегопад, поэтому будьте осторожны на дорогах, особенно если планируете добираться до учебы или на работу на личном автомобиле. Желаю вам хорошего дня и до свидания.